Добрый день, Добрый Айнар. день, рады приветствовать вас. Мы тоже рады тебя видеть. Наконец-то дождались мы вас. Продолжится Да. цикл передач «Культурный перекресток». Но Прекрасно. мы, как и обещали, одну передачу посвятим Заповедник. заповеднику. Супер. Да. Да. Мы находимся на территории историко-архитектурного заповедника Сухумская крепость, который открылся еще в 90-е годы, но он был в ужасном состоянии. Наконец, вот мы замечаем, что тут какие-то преобразования, заборы, раскопки, археология. Нам хотелось бы сегодня поговорить, как это стало возможным. Недавно было торжественное открытие, Да, да, после тех работ, которые здесь были проведены. Уже и туристы могут сюда попасть, да, Айнар? Да. Ну вот пока первый шаг только сделали, пока в начале пути мы стараемся как-то вот пока усовершенствовать вопросы благоустройства. У нас много таких вот каждодневных вопросов надо решить, но дорогу осилит идущий, посмотрим. Ну, Надеемся. расскажите, каким вы видите заповедник через 10, 20, 30 лет. Да, Это, я думаю, будет интересно. И, собственно, мы об этом и хотим поговорить. да, с удовольствием. Айнар, но последний раз, когда мы здесь были, всего этого еще не было. И я вижу, постоянно вы работаете, и пространство начинает превращаться в такое музейное. Да, вот Музейный одно из объект. помещений бывшего здания тюрьмы казематов. Мы вот обустроили под экспозиционный зал. Ну, понятно, что он и по размерам, по габаритам не очень большой, но с чего-то надо было начинать. Плюс ко всему у нас большая пока проблема с хранилищем, поэтому артефактов не так много, поэтому экспозицию, что вы видите, мы вот как-то вот с миру по нитке, что-то из Абхазского госмузея любезно предоставили нам, позволили даже вон реплику сделать одной из плит, которая найдена была на крепости. Вот Союз оружейников Абхазии нам предоставил во временную экспозицию. Да. Скажите, а неравнодушные граждане не приносят вам какие-то артефакты? Да. Просто интересно, потому что, я думаю, есть желающие пополнить. Да, у нас уже были, такие случаи. Кстати, а кто формирует экспозицию? Все-таки должна быть научная основа. У нас пока в штатном расписании, к сожалению, научного сотрудника нет, но мы его меняем к следующему году. И пока это все вот больше по наитию, по советам, по вот мнениям авторитетов было собрано, в общем. Да. Ну, Что-то было вот в музее, что-то было в архиве. Во временную экспозицию взято. Вот, что-то, будем надеяться, останется здесь. Но я так понял, что здесь нашлись ресурсы, вы продолжаете делать крышу, расширяется залы для экспозиции. Ну, нашлись, пока говорить рано, у нас есть свои определенные какие-то планы, свои, да, и думаю, что потихонечку мы к ним придем. Не знаю, есть возможности, есть гранты, есть правительственная поддержка, в общем. Я думаю, что в межсезонье мы как-то еще какие-то оперативные задачи перед собой поставим и справимся. Скажите, пожалуйста, вот турист попадает на территорию Сухумская крепость. Вот что он получает, что он может посмотреть? Он может прийти в музей, посмотреть эти артефакты, да? Он может погулять по территории, послушать экскурсию, Да. и провести здесь время. То есть получается, что это такой вот полноценный экскурсионный маршрут, который может любой гость города приехать, посетить и получить. Совершенно верно, совершенно полноценный туристический объект. В первую очередь он научный, конечно, но в данном случае вот с этого года он еще и туристический. Когда начался уже 30 июля 2025 года мы провели открытие, да, и вот с тех пор принимаем уже гостей. Сейчас в межсезонье, конечно, уже вот гостей почти нет никого, и у нас уже свободное посещение. А так вот в сезон у нас организованы экскурсии. Человек может прийти, провести время, послушать, не знаю, Ну, здорово, пополнить здорово, знания. прекрасно. Но хотелось бы более полной экспозиции, конечно. Конечно, мы Я надеемся. думаю, Очень большая вот проблема, повторюсь, в том, что у нас нет пока хранилища. Мы, когда его обустроим, какая-то часть экспонатов У будет. вас есть самое главное для музея – это артефакты. Все остальное придет. Я Да, думаю, что да. это все обустроится. Всегда, когда речь заходит о Сухумском заповеднике, всех интересует место захоронения Килишпея, потому что очень много информации, гипотез, мнений и так далее. Что-то продвинулось в этом вопросе?
Ну, вообще, конечно, будет до тех пор, пока не найдется могила, споры будут не утихать, и обсуждение будет. Фигура, конечно, колоссальная для нашей истории. Ну, она ищется в процессе, все. Локализовать в данный момент мы не можем, но мы знаем точно, что это была резиденция Килишбея, мы знаем точно, что здесь было совершено покушение, убийство его, и здесь, скорее всего, есть фотография, на которой изображена. Он был погребен. Да, и он был погребен, да. Есть фотография могильника. Конечно, мы не знаем, что творится в самой могиле, если там, допустим, сами кости, но найти, локализовать сегодня могильник Килишбея, если он окажется на территории крепости, что, скорее всего, так и есть, скорее всего, опять же, то это будет большим событием, правда, для истории Абхазии, для археологии, для всего. Сколько лет, Батал Самсонович? Нет, существует гипотеза, что останков может и не быть. Да, останков может не быть. Над ними не надругались, была произведена эксгумация, перезахоронены, но я думаю, что ученые тоже имеют какие-то свои гипотезы, но мне кажется, до тех пор, пока она не будет действительно найдена, идентифицирована, нет смысла вот эти гипотезы устно озвучивать. Любая гипотеза должна опираться на какие-то исторические ссылки и материалы. Да. Но надеемся, что... Очень надеемся, очень надеемся. Но это всех интересует, поэтому, конечно, это всегда вызывает Ну вот вопросы. хочется быть оптимистом в этом отношении, потому что это правда будет большим событием для нас. Ну что, сегодня наш второй выпуск мы снимаем на территории Сухумского архитектурного заповедника, но он для нас родной. Я не могу сказать, что мы пришли в гости, Айнар. Нет, конечно. Нет. Да, потому что, во-первых, мы знаем друг друга давно, мы работали вместе, но когда недавно здесь проходило торжественное открытие, мы с Баталом Самсоновичем решили, что следующий выпуск мы посвятим заповеднику, его истории и конкретно тебе, Айнар, твоим планам, чтобы ты все-таки рассказал, что для тебя Сухумский заповедник, какие планы, какие перспективы и какой жизнью сегодня живет этот объект. Ну, вообще для меня такое ностальгическое состояние, потому что все-таки заповедник в 90-м году открылся, и тогда он был совершенно другой, и тут шли интенсивные раскопки. Мы даже не могли предположить, что когда-то тут начнутся реставрационные работы. А сегодня я смотрю, достаточно много сделано. И это сделано именно в тот период, когда ты стал тут работать директором заповедника. У меня поэтому вопрос такой. Как ты попал сюда, почему пришел, что ты делаешь, и что тебе помогает или что мешает? Конечно, вы не в гостях. Мы очень рады, наоборот, что вы возобновили свои съемки именно у нас. И тем более рады, что заповеднику самому будут посвящены съемки. Попал я, помню, с самого начала я попал в Министерство культуры, департамент по охране историко-культурного наследия, а потом как-то был назначен на Сухумскую крепость. Изменений, правда, много, но на самом деле я хочу подчеркнуть, что особо по своей сути заповедник не перестал быть собой, не перестал быть научным объектом и, надеюсь, никогда не перестанет. Мы, по сути, сделали немного, мы просто добавили еще один элемент, мы попробовали его благоустроить и пустить туриста. И очень надеемся, что это сработает и сделает из объекта какую-то самодостаточную единицу, пока вроде к этому идет. Мы как-то... Айнар, скажи, пожалуйста, всегда, когда ты что-то делаешь, что-то создаешь, развиваешь, очень важны ориентиры. То есть, что я хочу сделать, куда я иду. И сейчас в мире очень много разных примеров. Да? Это заповедники, музеи, заповедники более аттракционы, развлечений, да? Место активного культурного досуга, место более научного такого, да, с наклоном таким научным. Как ты видишь заповедник, допустим, понятно, сегодня идут работы, но через 20-30 лет, что это за объект на карте города и какая у него должна быть миссия? Вы знаете, очень интересный вообще вопрос, но единого такого конкретного ответа и единой какой-то цели, как ни странно, может быть это и плохо, но цели как таковой мы пока точно не знаем, что конкретно мы в итоге увидим. Единственное, что мы точно знаем, что мы хотим, чтобы он стал центром научным, научно-популярным, чтобы он жил своей собственной жизнью и притягивал гостей, чтобы люди могли приехать в Сухум ради него. Почему бы нет? Почему бы не приехать в город ради какого-то определенного археологического
объекта, или какого-то культурного, или архитектурного объекта. Люди ездят во Францию смотреть на Эйфелеву башню. Мы надеемся, что когда-нибудь мы тоже станем центром. Но это очень важно, конечно, иметь какую-то цель впереди, чего мы хотим от него иметь. Но мне кажется, сам заповедник уже дал как бы себе предначертание. Тут, начиная с греческого, периода римского, византийского, тут практически все такие глобальные этапы исторической цивилизации Абхазии здесь представлены. И можно сказать, что сегодня это единственный такой архитектурный заповедник, в котором представлены все периоды исторического развития, которое вот было описано и которое мы изучаем. И вам надо как-то к этому идти. И мне кажется, что вы это делаете, но ты почему-то не сказал. Вот этот культурный кластер. То есть культурно-образовательные, я бы сказал. Вы делаете какие-то мероприятия, тут были выставки замечательные. Почему это? Почему здесь? То есть концептуально мы не воспринимаем этот заповедник как развлекательный комплекс какой-то, ни в коем случае. Да? Мы хотим его увидеть через несколько лет исключительно научно-популяризаторским центром. И сегодня проводим какие-то, если не очень концептуально подходящие вещи, выставки, допустим, не связанные с историей города, вполне возможно будет проведена. Тем не менее, характера досуга здесь как-то я вот совсем забыл. Полное название заповедника — историко-архитектурный заповедник Сухумская крепость. Да, государственное учреждение. Но бывают заповедники историко-археологические, бывают просто археологические. В том-то и суть, почему я говорю, что сам памятник предполагает вот именно исторический там дискурс. И все вот эти выставки, вот сейчас я смотрю, у вас тут работают кузнецы, которые восстанавливают какие-то реплики. Это, в принципе, я понимаю, о чем говорит Айнар. Для того, чтобы у такой консервативной даже институции была, так скажем, общественная популярность, это должно быть всегда быть местом активности. Но активность, она избирательная, понятно. Это не только развлекательная, это могут быть, там, я не знаю, там, конференции, обсуждения, круглые столы. И, кстати, вот та локация, в которой мы сегодня находимся, она тоже очень, мне кажется, символична. Мы сидим под 150-летним деревом, по-моему, да? Плюс-минус, да. И это же тоже часть комплекса, да? Потому что в таком представлении всегда на территории Абхазского двора есть дерево, под тенью которого собираются, говорят. На мой взгляд, это тоже еще один прием, так скажем, из традиционной культуры, который можно здесь использовать. Айнар, скажи, пожалуйста, вот сейчас очень часто музеи, заповедники, там, не знаю, галереи, очень часто их посещение интегрируют в образовательную часть, да? Либо в туристическую часть, либо в еще какую-то. Рассматриваете ли вы, допустим, в вашем, в ближайших планах такое? Потому что я знаю, что здесь и Абхазский государственный университет, и, по-моему, школьники приходят сюда. Но не только прийти посмотреть, но и сделать это частью. Да, на самом деле мы планируем, конечно, у нас и с учителями, с некоторыми уже есть договоренности, иногда приводят, открытые уроки проводят здесь ребятам, школьникам, иногда просят экскурсию, уже несколько было таких. Конечно, пока еще полный регламент не выработан, но мы очень хотим стать еще и таким местом для детей, как полезным очень с исторической, с образовательной точки зрения, потому что приходить и иметь в доступе, скажем так, в шаговой доступности вот такой большой исторический объект и на нем же пытаться на его руинах изучать историю, мне кажется, это может много детей вдохновить на какие-то дальнейшие исследования и, не знаю, достижения. Абхазский государственный университет вообще так он здесь копает постоянно под руководством Алика Николаевича Габелия, постоянно копает, да, и вот мы как раз сидим между трех раскопов, и это вот работа наших археологов. И Баталла Самсоновича в свое время большая работа археологическая здесь была. И много еще предстоит сделать, и очень надеемся, что это будет в таком вот симбиозе с детьми, и со школьниками, и со студентами, может быть, просто какие-то конференции научные проводить, приглашать специалистов. В общем, на самом деле потенциал огромен, и нужно только понять, в каком направлении действовать, и определить себе, вот еще раз говорю, регламент.
Его у нас пока нет, его нужно создать. Это такое очень мероприятие серьезное. И когда он, ну, конечно, нам будет легче понимать, что концептуально нам подходит, что не подходит. Пока это больше базируется на таком общем понимании, что здесь стоит проводить, а что не стоит. Ну вот как ты думаешь, что еще надо сделать здесь, чтобы этот заповедник стал посещаемым и, ну, окупаемым, чтобы он полностью мог перейти на самофинансирование, в том числе финансировать сами реставрационно-консервационные работы, археологические исследования? Что необходимо? Вот? Вы знаете, на самом деле необходимых вещей очень много. Есть достаточные, которые мы более-менее вот подготовили. Да? То есть сегодня все, что сделано, это всего лишь вот самое начало пути действительно. Хотя сделано вроде как немало, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что вот Баталсан сказали, что для нас понятно, мы свою историю понимаем, вот туристу не совсем понятно. И туристу еще и визуально не совсем, пока еще здесь, визуально не совсем приветливая такая вот атмосфера. То есть для туриста получить историческую справку в теории он мог бы там в интернете. То есть, можно спросить, вот турист, как сегодня может попасть на территорию Сухумской крепости и что он здесь может увидеть? Так. Как он может попасть? Для туриста у нас предусмотрен платный вход, в который в стоимость билета входит неограниченное количество времени нахождения на крепости, плюс экскурсия, которая проводится каждый день, каждые полчаса вообще в летнее время. Ну, конечно, в межсезонье уже о таких графиках говорить нет смысла, потому что людей почти нет. А в сезон, да, каждые полчаса у нас проводятся экскурсии, человек может, да. И какие объекты, вот, к примеру, могут посмотреть? Мы же говорили о том, что тут многослойный памятник. Да. У нас есть вообще уникальные, такие как раннехристианский комплекс, октагональная церковь. Да. Она, если я не ошибаюсь, 5 века, это вот ранняя Византия и достаточно уникальна. Вообще, в принципе, уникальность, я не устаю повторять, что большая оригинальность, уникальность этого места в том, что на очень небольшой территории огромное количество разных исторических эпох оставили свои следы. Это греки, римляне, Византия, там, генуэзцы, Османская империя, Российская, все. И вот на этих 2 гектарах, в зависимости, скажем так, от глубины значит, археологической лопатки, мы находим абсолютно разные вот эти эпохи. И это, честно говоря, потому потрясающе. Это и должен быть культурный центр города, от которого идут вообще все дороги. Вот это как самый главный центр. Да. Айнар, скажи, пожалуйста, я очень хорошо помню, когда мы с Баталом Самсоновичем 10 лет назад все-таки уговаривали тебя, это было так, возглавить Сухумский заповедник, потому что вообще жизнь показывает, хороших руководителей всегда надо уговаривать. Поэтому мы уговаривали. Я очень рада, что ты пошел нам навстречу. Прошло 10 лет. Скажи, пожалуйста, вот этот период твоей работы здесь, твоей деятельности, это важный проект в твоей жизни, сложный проект? Вот период, что это для тебя, кроме как просто работы? Ну, сложно, честно говоря, так вот прям сразу ответить на такое. Для меня с самого начала это не было каким-то серьезным проектом в моей жизни. Если честно, я и не особо верил в возможность. Мы помним. Да. И, честно говоря, и в свои силы особо не верил. И сейчас я понимаю, что всегда может быть лучше, и организация могла быть куда круче, и все можно было сделать лучше. Но хочу сказать, что потихоньку, с годами я стал понимать, что если даже я когда-то вот разозлюсь и захочу, мне надо до чего-то довести этот объект. Он должен стать каким-то вот своей собственной новой такой историей зажить должен, новой со смесью в общем. И не знаю, наверное, стало каким-то вот таким серьезным проектом для меня сегодня. Надеюсь, что я не очень верю в то, что я вот все, что у меня в голове, все это воплотится в реальность. Но даже если какая-то часть воплотится, я, в принципе, буду доволен, потому что, не знаю, для меня... я сейчас думаю, вот вопрос ответственности и ощущения, какую ты несешь ответственность за это место. Я вспоминаю, что начало заповеднику, собственно, дал то, что Шалва Денисович Чиналупа, профессор, твой дед, много очень сделал, чтобы здесь же был целый город. Тут детские сады, это, чтобы все... И выделили квартиры, ведь этот уникальный памятник надо копать. Потом Владислав Григорьевич подключился, он как раз приехал. И вот тогда меня назначили
и директором заповедника. Да. Тут копала очень долгие годы Мира Константиновна Хотелашвили. Она начала раскопки свои в 1955 году с грузинскими археологами. Вот когда набережную тут взломали, к сожалению, но уже это сам Апакидзе. Вообще уникальная ситуация. Вы директор заповедника довоенного, да? И Айнар сегодня. Это тоже интересно. И это, конечно, откладывает. И когда мы с Эльвирой Анатольевной обсуждали, кого сделать директором заповедника, у меня вот такая интервенцию надо сделать. Давай Айнара возьмем, тем более, потому что ты тогда работал в школе, и меня немножко удивляло, что ты такой молодой, перспективный, в школе работаешь. Нет, я не могу детей бросить, я должен Лучшие работать. должны в школе работать. И когда мы тебя пригласили, я все-таки рассчитывал, что вот это как бы груз ответственности увеличивается. Не только потому, что ты директор заповедника, а потому что несколько поколений твоей семьи какое-то отношение имеет к исследованию, к созданию этого заповедника. Вот ты чувствуешь эту ответственность? Я чувствую, но, честно говоря, больше чувствую ответственность именно вот такую вот в научном плане. Больше не семья на меня вот налагает как-то. Не то, что огромное количество вещей было сделано, правда, большое количество вещей было сделано в пользу этого заповедника и дедом, и бабушкой. Но помимо этого еще и вот груз ответственности именно в научном смысле, потому что цена ошибки слишком высока здесь, и потерять даже часть какого-то руинированного объекта, честно говоря, это для нашей истории большим будет ущербом. Вот хочу продолжить мысль, Баталов Самсонович. Были очень важные этапы в жизни заповедника. Это и Шалва Денисович, и Владислав Григорьевич, вы сказали. Потом был еще этап, когда он после войны уже вновь стал государственным заповедником. Но, на мой взгляд, очень важным этапом с нашей современной истории также было то, что здесь в 2016 году прошел концерт Хибла Герслава, который в таком вот в нашем сознании тоже сработал как момент защиты этой территории. Тогда мы совместно с администрацией города, вот они нам помогли построить этот забор, и пространство расчистить закрылось. Это тоже был какой-то этап. Большой шаг. Это, кстати, о том, как невозможно становится возможным. Вот ты говоришь, у меня есть какие-то проекты, я даже боюсь их озвучить. Честно говоря, когда мы с Эльвирой вдруг Хибла говорит, где я поставлю Медею, мы за сутки вот думали, говорим, давай вот здесь на крепости. И она прилетела, и мы вместе тут в снегу, в ужасе. Тогда здесь было не так Хибла привлекательно. сказала, великолепное место. Администрация города пришла в ужас, как тут можно что-то сделать, но они помогли. Да, Через полгода все поняли. Все вообще подумали, что так оно и было, что ничего никто не делает. Поэтому я хочу... Вот такой у меня вопрос. Какие самые у тебя есть безумные идеи, которые ты даже боишься озвучивать, но тебе кажется, вот чтобы вот связано с крепостью, с его консервацией, реставрацией, изучением, сделать из него культурный центр или что? Вы знаете, я очень... вдохновлялся, допустим, музеем под открытым небом Херсонесом Таврическим. Это по сути дела, вот у нас та же история, чуть меньше. Там? Нет, я не был, но я был. Сегодня интернет дает большие возможности. И вот смотрел, изучал. И могу сказать, что, конечно, в меньшем масштабе мы, но тем не менее, плюс-минус та же история. Это археологический объект. И вот у нас вскрыто, ну, не знаю, по скромным оценкам, вот, как думаете, 20%, наверное, да, территории? Не более. Да, не более, да. То есть, конечно, в самых смелых мечтах, ну, это даже не мечты, это цель, потому что в любом случае это произойдет. Раз я уверен, убежден, что раз раскопки здесь продолжатся, несмотря ни на что, и когда-нибудь, конечно, вопрос только темпа, вопрос времени, но когда-нибудь вся территория крепости будет скопана, вся будет изучена, вещи, которые нужно будет законсервировать, будут законсервированы. Желательно, чтобы это было под стеклом все, чтобы не было никаких заборов, чтобы не было никаких... В общем, в голубых мечтах это плюс-минус так, чтобы это мы было... могли видеть семяночные полы, октагональная церковь или мозаичный пол более древнего. Айнар, как тоже один из вариантов развития, вот в Риме есть золотой зал Нерона. Его нам, по-моему, не очень давно, сравнительно давно открыли. Он находится под
землей, культурный слой. Но так как очень мало что сохранилось, кроме пространств таких, да, но там есть комната, куда ты заходишь, одеваешь шлем виртуальной реальности, и, исходя из упоминаний, письменных, они восстановили этот уникальный золотой зал Нерона, и ты путешествуешь. Но это одна комната. Да, и ты действительно поражаешься, как это тогда было возможно. Но все остальные залы, они выглядят очень аутентично и так далее. Может быть, когда-нибудь и здесь у вас будет какой-то отдельный зал, где можно будет разные периоды Сухумской крепости посмотреть. Очень надеюсь. Вы знаете, я дважды потерял чувство времени. Первый раз, когда в Риме я зашел в этот музей под открытым небом, меня просто охрана выволокла оттуда, а я не понял, в чем дело. Мне казалось, что я всего-то... Я зашел в 10 утра, а уже было 6, и меня даже через другие ворота. И второй раз у меня был о том Херсонес Таврический, о котором ты говоришь, когда я был в Крыму. Я вот зашел туда в 9:30, и меня попросили оставить. Я говорю, почему? Я заплатил, я не понял. Билет, что время прошло. Прошло, у меня ушло чувство времени. Я сам гулял. Мне очень важно было самому понять, к какому периоду и времени относится это. Потом я читал таблички. И мне кажется, что вот Сухумская крепость, конечно, по территории, она не такой огромная, как Херсонес Таврический, но значимость тут есть такая, что смотреть. Да. Уже вскрыто много серьезных объектов. Уже вот вы вот сказали, цемяночный, полумозаичный, полый, раннехристианский комплекс, чуть более поздний храм, и римские плиты, и римские жилые помещения. И, в общем, вот честно говоря, уже много объектов. Научно-методический вопрос. В советские времена, когда мы вели раскопки, у нас было управление, при управлении охранпаника, вообще было строительное управление, ведущее реставрационно-консервационные работы. Сейчас у нас этого нету. Как вы обходите, что вы делаете со вскрытыми элементами архитектуры, декора? Как вы справляетесь? Что вы планируете? Кто это будет делать? С точки зрения большой консервации мы пока никак не справляемся. И единственное, что мы... Да, с консервацией мы пока никак особо не справляемся. Единственное, вот мы можем что-то крышей накрыть, где-то на известковый раствор где-то доложить что-то, да. Но по большому счету, конечно, с консервацией вопрос остается открытый. И нужно еще много-много... Каждый раскоп терпит такие вот... прямые попадания солнца, дождя. И, в общем, это, конечно, негативно сказывается на руинах, на объектах. Нужен комплексный подход, и пока с реставрацией, с консервацией... Время идет. Вот ты 9 лет назад стал тут работать, 9 лет прошло. Почему бы сейчас не задуматься, найти какого-нибудь молодого человека, который имеет интерес к архитектуре, чтобы он специализировался именно по реставрации, консервации исторических объектов. Ну, пройдет 5 лет, он приедет, он будет свой специалист. Вы не думали об этом? Мы думали, но не только об этом. Мы и штат меняем сейчас. На следующий год, допустим, мы добавим обязательно научного сотрудника. Вот огромный пласт работ будет он выполнять, да, по освещению, по каким-то... Но, честно говоря, огромное количество, вообще можно список большой сделать того, о чем мы думали, о чем мы не думали, какие вещи нужно здесь применять, какие не нужно. Пока мы не справляемся не совсем справляемся вот с каждодневными техническими вопросами, если честно. И они очень сильно мешают перебраться вот к следующему этапу, перейти к более профессиональным, очень сильно мешают. Айнар, вот продолжая эту мысль, вот прямо сейчас, в эти дни, начинается реконструкция всего берега. Да. Мы видели, здесь висят везде щиты, к таким, каким берег будет, ну, через полгода, там, к следующему сезону, да, и это радует. Скажи, пожалуйста, а заповедник, он как-то встраивается в эту новую набережную, так скажем? Что-то как-то вы друг с другом как бы соприкасаетесь? Да, некий симбиоз, правда, произошел. Да. Правда, внутри нет, внутри крепости, но со стороны набережной будет освещена вся какая-то южная стена османского периода, которая рухнула. Были планы по устройству на бастионе стеклянных полов и смотровой площадки, но дело в том, что он в достаточно аварийном состоянии, и рисковать так сильно мы не можем. Во-первых, рисковать самим объектом, во-вторых,
человеческими жизнями не можем, не имеем права рисковать, надо как-то более серьезно. Поэтому пока от идеи делать смотровой балкон на бастионе отказались, но будет освещена набережная, будет установлен нам пандус обязательно, будут установлены исторические стенды с фото, с изображениями, с информацией исторической. То есть это они берут на себя? Да, все расходы они берут на себя. Просто для вот этой протяженной набережной это очень важная культурная точка. Да, конечно. И вот о человеческих ресурсах. Вот самое сложное всегда, когда начинаешь новое дело, я считаю, что вот с этим заповедником это вот новое начало началось вот с твоим назначением, мы что-то стали. Кто у тебя работает, как ты набираешь людей? Очень сложно найти людей, работающих за маленькие деньги, очень делающих большие дела. Часть команды сформировалась в самом начале у нас, и мы там, начиная от смотрителя, юриста и многих других, у нас с самого первый же год сформировалась, и вот таких на альтруистических началах мы, в принципе, держали. Часть команды в этом году пришлось нанять. Это кассиры, это охрана, это экскурсоводы. Ну вот как-то так. Методом пробы и ошибок, Батал Самсонович, на самом деле. Специалистов искать долго мы, к сожалению, не могли. Как вы понимаете, любое мероприятие требует какого-то времени, особенно когда со стройкой связано, никогда его не хватает. И мы вот в Аврале не могли никак. В общем, у нас не было времени вот прям искать специалистов. Но нам как-то везет. У нас экскурсоводы профессиональные попались. Вы все-таки заповедник, и основная нагрузка это просветительская, это обязательно научные изыскания. Мы смотрели вы начали экспозиции делать, и экспозиции будут лучше, больше, и больше артефактов, когда условия безопасности. Кто будет заниматься именно научной частью? То есть я понимаю, что тут Олег Николаевич копает, это совершенно другая сфера археологии, они исследуют, пишут. А вот, я бы сказал, музейный, научный сотрудник, будет новый штат создан, и пока будет один, дальше не знаем, будем прибавлять, у нас будет хранилище. У нас еще большая проблема с тем, что найденные на территории крепости артефакты очень часто не могут остаться здесь, потому что нам негде их хранить, мы не можем обеспечить достаточный уход и сохранность этим артефактам. И эту проблему надо очень серьезно и быстро решать, потому что музей без артефактов как-то вот потеряет в итоге свой статус музея. И в этой связи мы обязательно будем обустраивать хранилище, брать научных сотрудников. Олег Николаевич под его чутким руководством однозначно. Нет, это обязательно, потому что они описывают историю, а вы ее потом демонстрируете. Да. Ну вот я смотрю, все-таки у вас какие-то есть планы и видения по многим аспектам. То есть и у вас есть понимание, что заповедник это не просто археологические артефакты, развалины, которые демонстрируются, а это как бы историческая память, современный человеческая мысль. Но жизнь показывает, что если даже такой археологический объект не станет частью нашей современной жизни, как источник информации, как местом культурного досуга, он тоже не получает развития. И, Айнар, я хотела бы попросить проанонсировать. Я знаю, что у вас будет здесь скоро какая-то часть, где будет представлено оружие. Союз оружейников готовит какое-то мероприятие. Мы... И гончарное еще что-то. Да, я могу ошибиться с датами, но года 3-4 назад мы подписали 2 договора по поводу северо-западного бастиона. Мы отдали в пользование Союзу оружейников Абхазии. И еще одно здание, бывшее здание детского сада, мы решили отдать под гончаров, под стеклодувов, в общем, там будут располагаться ремесленники, ребят. С ремесленниками пока время их, видимо, пока не пришло, а вот с бастионом северо-западным оружейники там, опять же, под руководством археологов тщательно проводят сейчас прям актуально это раскопки. Когда эти раскопки будут закончены, они устроят там себе архив. У Союза оружейников есть устав, и там по уставу каждый мастер должен в конце года или в середине года в архив Союза оружейников дарить, свою работу. И у них архив, я так понимаю, пополнился очень сильно. И вот мы приняли решение, что таким архивом может стать Сухумская крепость, и они смогут выставляться на территории Сухумской крепости. Кстати, прекрасный партнерский проект. Да, очень полезный симбиоз такой. И вот в конце
октября проведут они еще раз. Я боюсь назвать это выставкой. В прошлый раз они привезли сюда несколько горнов, они ковали прям это на было наш... очень Это было интересно. очень круто, очень интересно. Это и мастер-класс, и выставка, да, и вот ты участвуешь в этом процессе. Да, Кстати, это здорово. в Москве как-то, когда культурный форум там собирался, я попал. Ну так, кто меня попросил, Министерство культуры тогда не работал. И я попал в эту лавочку Херсонеса Таврического, да, вот заповедника. Я с ума сошел. Я потратил все свои деньги, которые у меня накопились, а я собирался в Москве месяц еще побыть. Купил все эти горшки. Это все были, ну, как бы реконструкция археологической Реплики посуды. такие, да? Реплики. Некоторые были в оригинальной величине, а некоторые вот в 100 раз меньше. Вот я там даже нашел. Я все это скупил, жадно принес сюда, пошел к Министерству культуры, пошел в музей и сказал, вот что вы должны делать. Мало того, что получаете деньги, так еще пропагандируйте. Вот эти гончары, ремесленники, вы в договоре обозначили, что они будут делать реплики тарной посуды, каких-то там предметов, артефактов. С самими ребятами мы это не обозначали пока, но я могу сказать, что у нас уже есть опыт реплик. Мы взяли плиту, найденную на крепости, на крепости в свое время, плита 2 века римского периода, Ну, с вот надписью. ее на шею не повесишь. Да, но если уменьшишь размером, можно повесить. Да. Мы сделали реплику, поставили, а потом следующий этап, может, будем уменьшать. Ее можно, да, конечно, в разных формах художественной выразительности пробовать. Айнар, я очень надеюсь, что это дерево будет жить долго, и мы еще раз под ним соберемся, не знаю, через несколько лет. И будет еще один этап в развитии заповедника. Я уверена в том, что количество людей, которые посещают этот объект, не должно быть главным критерием эффективности. Главный критерий эффективности – это статус объекта, его научная, исследовательская часть. Да. Но и вторая часть, она, конечно, тоже очень важна. Поэтому пожелаем вам удачи, да, Батал Самсонович? А у меня такое... хорошее впечатление создается от заповедника. Моя надежда связана с тем, что тут работает молодой коллектив, который не покрыт музейным нафталином. Знаете, музейные сотрудники, которого там очень сложно что-либо вот нести какие-то изменения, очень консервативные, и это очень правильно. И у меня такое ощущение, что благодаря тому, что вы не были обременены вот этой деятельностью в музеях и в таких этих, вы смело идете куда-то, вот все неожиданное для меня сейчас здесь, то, что я вижу, это для меня даже неожиданно, хотя вот тут все 35 лет был. Я вам желаю успехов. Спасибо большое. И я хочу, чтобы вы планировали не приземленно, а вот так вот. Мечты были глобальные, что-нибудь осуществится. Спасибо вам большое. На самом деле у нас еще такое вот завелось, мы как-то у нас нет прям четко прописанной ежедневной программы, и какие-то вещи мы вот совместно принимаем решения, поэтому иногда нам самим кажется, что мы как-то вообще не планируем ничего, а потом мы понимаем, что какими-то общими усилиями вот как-то иногда это полезнее даже. Да. Иногда это даже Ну что ж, желаем вам успехов и до новых встреч. Спасибо большое, приходите.